Сегодня наша передача гостит в этой небольшой, но очень доброй, хорошей семье. У Елены, Алексея и вот этого молодого человека, Егора. Семья Комин. Поэтому сегодня у нас разговор будет строиться о традициях, об обычаях, о языке. Вроде бы мы живем в этой республике, а бывает так, что мы чего-то не знаем еще. Но вот если судить по фотографиям, у вас все-таки вы соблюдали какие-то свадебные обычаи Коми, да? Вот, или нет? Какие-то элементы все-таки были у вас? Как она у вас проходила? Свадьба у нас была полностью на коми языке, потому что мы коми, наши родственники с обеих сторон, все коми, друзья и так далее, все коми. Тех, которые коми языком не владеют, их было очень малое количество, в том числе и регистрация в ЗАГСе на коми языке. А потом, конечно, соблюдали все эти обычаи, которые есть у коми. Что, вот какие элементы у вас были? Например, дружка, да? Ага. С дружки начнем. Вот, я обязательно его попросил, чтобы он взял с собой полотенце белое и подготовил плетку. А я все думаю, а что, били вас, да? Нет, не били, к сожалению. Тут, конечно, как хлыстнешь, это ого-го. О, Егор, да. Как это называется? Плеть. Плеть? Ребенок-то правильно не плетка говорит, а плеть. Ну, да. Дружка отгонял нечистых сил от нас. Дружка, он еще такой был тоже очень юморной человек, шустрый. Вот, он, конечно, да, говорит, буду за ними следить, чтобы они ничего не натворили. Молодожены решили свадьбу проводить в деревне, где родилась и жила Елена, в Карткировском районе. Но свадьба в традициях коми. До места они добирались через всевозможные испытания и конкурсы, которые им устроили друзья. А у дома уже ждали родители с хлебом, солью и своим благословением. А потом, пройдя через хомут, они преодолели несколько мостиков, скажем так, символическую границу, оставив позади все несчастья и дурные мысли. А на второй день была проверка невесты, насколько же она трудолюбива и хозяйственна. Все сидели за столом, а она... У колодца мою посуду, мне все приносят и приносят, да. Рассказывали еще, что я еще легко отделалась, потому что они могли бы тут в дом занести ведро воды, залить пол, да, чтобы я все это вытерла, как только вытру опять и так далее. То есть я обошла. Да-да-да, мне только вот посуда досталась и все. Ну, прошли. Да, конечно. В традиционной культуре намного больше было испытаний. Вот попросят невесту сходить за водой, да? Она сходит, наберет воду из колодца, будет возвращаться, и ему обязательно сделать, чтобы она спотыкнулась, вода пролилась, потом заставят подмести пол, она подметает, а ей специально подбрасывают, воду туда вылит и так далее. Очень много таких испытаний. Проверяют у невесты, насколько она трудолюбива, терпелива, да. Вспыльчивая или нет и так далее. Ну, хороший тест такой, да? Да, хороший вот такой тест. В принципе, мы задумывали такое тоже, потом зачем? Мы и так знаем, что невеста у нас хорошая. На нынешних свадьбах обычно как? Все гости приходят, дарят подарки молодоженам. Ну, да. Вот. А мы решили не только принимать подарки, но и от себя раздавать. Поэтому мы все это сделали. Мужчинам одни подарки, женщинам другие подарки. Вот. То есть мы не остались в долгу. Вот. Подарки со своей стороны мы тоже раздали. Но это ваша придумка или это на самом деле раньше такое? Обычай такое, да. Потому что один род другому роду передает. Вот, поэтому мы решили тоже придерживаться этих традиций. И еще вот из таких, наверное, обычаев принято было после свадьбы стрелять из ружья. Вот, и объяснять это тем, что в данном случае первым родится мальчик. Вот. Мы, конечно, из ружья тоже стреляли. Стреляли, и получился мальчик. Да. Егор, а вот иди сюда, расскажи мне, пожалуйста, какая же у тебя красивая рубашка? Кто ее вышивал? Мама Лена. Ага. А он по коми у вас общается? Да? Да.
Ну, тебе нравится рубашечка? Да. Это красивая, такими красивыми крестиками. Вон, посмотри, посмотри. Ну, ты из нее вырастаешь уже, да? Уже не влазишь в эту рубашку. Ага. Придется на память тебе ее оставить. Да? Да. И будет память. Бабушка шила, мама вышивала. Вот это что такое лежит здесь? Шанга. Вот. Наконец-то я услышала. А то ты что-то прям стеснительный молодой человек. Шепчешь себе. А шаньга это что? Пирожок? Да? Да. Угу. Ну ты любишь шаньгу-то есть, да? А что еще любишь? Вот там я смотрю, какие-то ягоды там есть. Как называются ягодки вот эти? Как называются? Рушенька. Ну, конечно. А еще ты мне рассказывал про какую-то ягоду, такую кислую-кислую. И это клюква. Ну, конечно. А где она растет-то? На болоте. Все правильно. А тебе не приходилось ходить за клюквой, нет, собирать? Еще не брали тебя? Нет? Маленький еще был. Но загревала я ходил на лодке недалеко. Ага, понятно. Ты рыбу ловил? Рыбу ловил? Да. Или за грибами ходил? Когда вернулись обратно, Да. тогда я рыбу ловила. Ой, как здорово, ты еще и рыбак маленький такой. И надо сказать, что у Егора самый большой улов уже был. 4 рыбки. Но не из аквариума, конечно, а из большой реки. Будет доля есть. Сорок. Чудесно. А шобик? Кует, этик, круг. Уже ты скруп, да? Да. Этик. Шанка не через каравита. Ага. А та я через еще яс. Учеб. Ну, та я через верма соцщевин. Ваш. Миля. Сидел улин. Я через куджик через яс, давай? Куда суджин бачит кая. Алексей и Лена приучают малыша к самостоятельности. Он везде с ними. Кстати, первый раз Егор вышел в лес по грибы, ну, если, конечно, можно так сказать, когда ему было всего 1 год. Он, правда, заснул по пути? Все равно поход был. И Глеб все время спал. Да, под елочкой. Хочу честно признаться вам, самый любимый эпизод наших встреч – это тогда, когда мы говорим о вкусной национальной кухне. Сегодня, Алексей, мы с вами будем что готовить? Сегодня мы будем готовить картошку с солеными грибами. В былые времена чем питались коми? Раньше коми питались тем, что росло, летало, плавало. Много было блюд из рыбы, из дичи, из лесного зверя, домашнего зверя, ягоды и грибы, которые есть в лесу. Нынче тоже предпочитаем только натуральное, благо вот позволяет у нас есть охотник-рыболов, он снабжает нас этими блюдами. Вам так повезло. Да. Иногда мы сами тоже участвуем в этом процессе. Вот. А летом, когда позволяет время, мы сами забираем ягоды, грибы. Вот. Ну и, конечно же, картошка растет в деревне. Здесь еще мы добавляем трудовое воспитание ребенка, потому что он с нами постоянно, куда мы идем, там же и он. Поэтому он вместе с нами картошку сажает, обрабатывает, собирает и так далее. То есть знает, и употребляет. что картофель не из кастрюли, а из грядки, да, да, идет. Несмотря на то, что картошка только в середине 19 века в Коми-крае, да, начала культивироваться. Но тем не менее картошка настолько завоевала авторитет, что мы даже не представляем, как без картошки-то жили раньше.
О, горяченькая такая, кипяток. Как мы будем с вами чистить? У нас тут грибочки, это что за грибы-то? Есть сыроежка у нас. Вот. Солила, конечно, меня теща солила. Ага. Вот. Это домашнее все. Да, все домашнее. Гриб, он, конечно, нужен к нашему блюду, да? Да. Тогда, может, мы сделаем так? Сегодня вы чистите лук. К сожалению, каждую передачу доверяют это делать мне, но я думаю, сегодня лучше вы почистите. А я грибочки тогда, да? А ребенок-то уже понимает грибы. Он много понимает. Да. У вас, товарищ... За грибами мы уже ходили, когда ему годик. Ягоды знает. Само собой, потому что мы постоянно с ним везде. Где мы, там и живем он. А вот скажите, раньше, опять же, вы же занимаетесь изучением истории, да, Коми. Дети, они приучались к тому самому ведению домашнего хозяйства? Родители хорошо понимали, что если они вырастят ребенка в тех же традициях, в тех же условиях, как их растили их родители, вот, он вырастет трудолюбивым и может прокормить не только собственную семью, но и их пожилых родителей. Вот, поэтому их учили с детства. Ну, вообще строгие нравы были, как история нам подсказывает, в Коми семье, по отношению к детям. По отношению к детям, можно сказать, отношение было справедливое. Конечно, не любили ленивых, но поощряли тех, которые, хотя и не умеют, но стремятся к тому, чтобы все было в рамке традиций. Был какой-то ритуал за столом? Во-первых, за столом всегда были свои места. Если в углу у божницы сидит хозяин, глава хозяйства, да, вот, и справа и слева от него старшие братья и сестры. Там поменьше, детей обычно много было в Коми семьях. Вот. А в другом конце стола, который ближе к печке, там обычно была хозяйка дома, да, вот, и она обычно все блюда друг за другом приносила к столу. Если есть в доме пожилые родители, да, свекровь, то свекровка, она имеет право только печь хлеб. То есть самый пожилой человек печет хлеб, да? Да. Получается-то? Вот. А когда хозяйка, вот, в принципе, она приносит блюдо, она же обратно уносит. Блюдо было большое, общее на столе. Ну и, конечно, когда за столом сидят, был определенный этикет. Я уже говорил о том, что глава хозяйства первым начинал, да? Вот, и а вдруг малышня там первый протянет? Их уже учат. По лбу, нет? Обязательно. Да вы что? Ложкой по лбу это обязательно. Или глава семейства, или кто-то из старших, который уже считает, что он может позволить себе вот такое поведение. Обязательно все это порицалось, да, и предупреждали. Сначала предупреждение устное, потом уже по лбу. То есть дети знали, да? Их приучали к этому, конечно, они знали. Вот. Если ложкой, обязательно ложкой нужно донышком прикоснуться сначала до тарелки, да, чтобы суп не капал, да, потому что считалось, что если суп у тебя капает, особенно у девушек, то муж будет пьяница. Вот такая примета была. Старались, конечно, все старались аккуратно кушать. Это хитрость такая была. Хлеб подкладывали, чтобы не капало и так далее. Вот. Так что многие такие приметы были. Вот, например, нож вообще запрещали ставить на тарелку, потому что знали, что вот, был такой святой Иоанн Креститель, да, вот. И у Иоанна в свое время отрубили голову, да, и вот в знак этой скорби запрещали нож оставлять на тарелке, как будто голова это вот голова вот этого святого. В семьях Коми соблюдается, нет? Ну мы вот по лбу, наверное, не бьют уже детей? Да. У нас, например, ребенок, он знает, он слушается, он не позволяет дурачиться за столом. Мы, например, с супругой из общей тарелки едим. Вот. Наверное, тоже это ведь та же самая традиция. Следуем к этому. Потом говорят, вот, почему люди нынче, они не такие дружные.
А раньше такие дружные были. Раньше дружные были, потому что они из общего котла все ели, за одним общим столом. Ну, из общего еще и выгодно. Посуду мыть не надо. Да, и выгодно, и все это объединяет. Общество объединяет. Вы правы. Мы начнем уже картошечку чистить. Ее разрезать надо, не надо? Вау, горячая еще. Вы так нормально держите. Пока терпимо, да. Сейчас мы ее... Я вспоминаю горячую, сварили и вспоминаю детство. У нас в детстве такое тоже блюдо было. Картошку сварим, потом небольшую вот такую дольку срежем, вот, добавим туда масло и вот это кушаем. Вот такое блюдо настоящее. Зато натуральный вкус картофеля, без всяких добавок. Картошку называют вторым хлебом. Что мы делаем? Почистили, и мы просто режем кусочками, да? Или ломтиками? Просто режем. Крестьянские семьи были такие, что там, ну сейчас род немножко другой пошел, да? А раньше же они все такие коренастые были, большие. Да. Если ложку возьмут, хлебнут, чтобы в рот попало. Обычно увидят такой маленький, ну это что за картошка такая маленькая? Ну вот так вот за разговором мы все почистили, все покрошили. Теперь добавить нужно немного подсолнечного масла, и блюдо готово. Аромат идет чуднейший просто. Я бы салатом назвала, правда? Такой картофельный салат. Да. Ныне бы сказали, что это салат. Но вот в Коми скажут солача картофель, да? Вот, или картошка с солеными грибами. Да. Причем слова салат вообще нет. В Коми вилок не было. Но с вашего разрешения я вилочкой все-таки попробую, что мы сделали. Ну что-то, вы знаете, мне кажется, немножко все-таки не хватает, ну это на усмотрение, не хватает маслица. Ну ничего, дайте, я пробую. В данном случае можно сказать, на вкус и цвет друзей нет. Я думаю, что... Главное, картошка вкусная получается. Картошка, да, вот что, а картошка... Наверное, это потому, что сами вырастили, поэтому нет, правда, очень вкусно. Так надо отставлять, потом, иначе я опять переем. Да. Вы с ним говорите все-таки по Коми, да? И он у вас спрашивает. Мы делаем так, как во всех коми-семьях в деревне, да, разговаривают с детьми на коми-языке, поскольку комиязычное окружение. Мы вот, исходя из этого, также с рождения разговаривали только на коми-языке. А куча метяческий через? Налим. Налим, да. А ширит кажете? Да. А черит над кода свердан? После череза кода сачит куин? Шанканся. Шанканте верден, да? Си за его кода порыщаю, да? Егор, поучи меня коми словам. Поучишь? Он знает какие-то слова, да? Он знает, например, как сказать «здравствуйте». Ну, может, хоть чему научить. Как сказать «здравствуйте»? Привет. Я понимаю. А по коми как сказать? Ой, ты чё за молодчинка? Молодец, Юрий. А я молоко. Кыджи комиенцы. Так что он у вас на слух все хорошо очень ловит. Молодчина. Вот до 2 лет мы с ребенком только на коми говорили. Вот, причем вот специально мы с ним говорили только на коми-языке. Я помню, вот когда ему было 1,5 года, я решил узнать, что-то он понимает на русском языке или нет. Просто вот так обратился, спросил, и такое удивление. Говорю, что говорит, да, о чем говорит, непонятно. Я сам понял, что действительно он на русском языке пока не понимает. Вот так ближе к садику мы стали потихоньку учить русским словам, вот, русским фразам и так далее. Вот. А в детском садике потом он очень быстро привык к русскому языку. Да. Вот, и поэтому он очень легко ориентируется. В детском садике приходим,
знает, что человек не владеет коми-языком, поэтому общается с ним на русском языке. С нами сразу на коми-языке. Ну, он хорошо переходит, он так спокойно, да, очень, с нами на русском. Очень, если на коми-русском мы с ним можем общаться, да? Вот мы не учим, в принципе, мы просто с ним говорим. Да. А вот английский, финский мы уже с ним учим. Да? Причем вот уже сколько, наверное, 2-й год уже вот так, некоторые слова. Вот, поэтому я думаю, что у него никаких сложностей не будет. Если с нами никаких сложностей не было, то с ним тем более. То есть это в семьях совершенно спокойно можно практиковать. Вы ведь коренные коми, да? Да. Когда я составлял свою родословную, то с конца 18 века все коми. Вот, у Лены то же самое, она сама расскажет, да? Фамилия девичья это Мишарина. Она как раз вот в деревне, откуда я родом, деревня Выли, Большой Луг. Там Мишарина это самая распространенная фамилия. И как бы я тоже, получается, где-то с середины 19 века вот докопалась до предков. Они все Мишарины такие, причем они как раз из деревни Выли. Но есть у меня одна прапрабабушка, которая, как оказалось, шестое поколение, да, в шестом поколении мы считали недавно с Лешей, она ненка. Как Леша говорит, скорее всего, с Колвы. Река Колва. Колва Яран, еще их называют колвинские Яраны. И нас до сих пор называют, что вот род Ярана, род Яранки. Вот так. Алексей, ну вы как-то вот, в общем-то, глубоко занимаетесь изучением, да? Вот, скажите, по характеру, опять же, если говорить северные коми, южные коми, да, центральные коми, чем-то они отличаются или нет? Сложно сказать, чем отличаются, скажем, южные от северных, западных или восточных. Вот. Но известно, что почти у каждой деревни были свои прозвища. Где-то живут злые, где-то богатые. У нас, да, допустим, нашу деревню называют грешной. Разводов много? Нет, просто у нас, летом, когда везде дожди идут, во время, когда требуются дожди, они везде уже идут, кроме как в нашей деревне. Да, и говорят, что Бог наказал грешные люди. Хотя на самом-то деле у нас просто рядом болото, которое притягивает к себе дождевые тучи. А вот и красавчик залетел. Еще один член семьи. По-моему, очень любит в зеркало смотреться. Как ты думаешь? Да? А еще я помню, что, не в обиду сказано усть-куломскому народу. Отдельный народ уже, да? Да, у нас говорили, что в Усть-Куломе живет темный народ. Я никогда... Темные, в смысле, неграмотные? Ну да, вот такие вот люди, которые в темной деревне живут и не знают света. Почему-то вот такое сознание вот в Краткеровском районе было, что вот Усть-Куломский это темный народ. И что там твоя мама говорила? Я вообще никогда не думала, что выйду замуж за человека, который из Усть-Куломского района. И когда мама узнала, откуда Алексей родом, она сказала, не будешь же ты выходить замуж за усть-куломца. Познакомились и поменялось свое мнение. Алексей, в кавычках, не оправдал маму, да, мамины, так сказать, слова. Принцип обычно, вот такие представления существуют только потому, что они плохо знают тех, которые рядом живут, соседние. Ну, вообще обособленно, да, район-то жили или нет? Большие расстояния были между населенными пунктами. Конечно, там не добраться. Да, это нынче через полчаса и можно там оказаться. А раньше, когда по бездорожью, несколько недель можно ехать, чтобы доехать до места. Так что вот эти большие расстояния, они обычно и создавали такие... Один побывает в той или иной деревне, да, и служится впечатление. Вот он приезжает в свою и разносит. Кто знает, может, ненка, которая осталась, ей тоже рассказывали, мол, там живут такие язычники, коми, да? А потом она один раз побывала, увидела, нет, здесь совсем другие люди живут, останусь-ка я здесь. Так что слухам лучше не верить в любые времена.